Изнурительные тренировки позади, теперь можно спокойно выдохнуть, скажут многие, увидев легкие разминочные упражнения, которые выполняют бойцы в преддверии битвы в горах. Но это только на первый взгляд, ведь впереди спортсменов ждет не менее сложная, а для кого-то и гораздо более выматывающая работа – сгонка веса. За несколько дней бойцы должны скинуть вес 8, 10, а то и 12 килограммов. Поэтому каждое упражнение, если еще и придерживаешься диеты, быстро изматывает. Моусеру Бокову предстоит очень непростой бой на предстоящем турнире, поэтому к своей программе тренировок он подошел с полной ответственностью. Мы ездили на сборы в Дагестан, там занимались, провели хороший сбор силовой, потом приехали сюда, также провели уже подготовительный сбор, подготовили уже веса, уже у нас сгонка веса идет, уже осталось мало времени, с весом и состоянием все нормально, думаю, хорошо выступить. Перегружать себя, разумеется, ни в коем случае нельзя. Понимают это и тренеры. Один работает над ударной техникой бойцов, другой занимается физподготовкой. Здесь важно скоординировать процесс питания и, исходя из этого, нагрузки, а затем и вес, который предстоит скинуть. Самый сложный этап тренировки троестияний благодаря кроссфит, борьба ударной уже отработать. Сейчас весогонки, и так разбрасываемся. И на вес акцент уже гонять по весу уже физически в норму лилдо уже по плану халдикхул пока самочувствие дике. Что касается рациона, то здесь одно главное правило – никакой тяжелой пищи. До процедуры взвешивания легкие завтраки и обеды, а потом восстановительные упражнения. Турнир очень серьезный, понимают это и в региональной федерации ММА. Сборы прошли довольно удачно. В принципе, ребята готовы уже. Осталось там несколько дней до турнира. Сейчас у них остается весогонка. Они делают одну тренировку в день делают. В принципе, все готовы, все нормально. В числе других ингушских бойцов на турнире в мейн-карде выступит и Ингисхан Аздоев. Противостоять ему будет очень сильный ударник из Канады Спенсер Джеб. В этом бою Ингисхан рассчитывает показать свои самые сильные стороны. Сам он изначально базовый ударник, там выступал по боксу, кикбоксингу, там, карате и так далее, все ударные виды спорта. Но потом, после перехода в ММА, он начал заниматься именно грэпплингом, посвятил себя джиу-джитсу и так далее. И теперь он работает практически там и в стойке, и в партере, практически одинаково. Универсальный боец, можно сказать. Поддержать ребят приехали друзья. Заниматься с бойцами в одном зале и по максимуму подготовить к тому, что их ждет в рейдже. Пожалуй, ответственная задача. Я буду болеть за всех, своих братьев. Так вот, в частности, Ингисхан Аздоев. Я думаю, в первом раунде будет работать стойки, и дальше в втором раунде приведет его в партер. Итак, 22 июля Таргим. Вся республика ждет убедительных и красивых побед ингушских бойцов. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров, Новости 24.